Тимошкевич. Музыкант в нескольких поколениях, хотя знакомитым стал только ее, переможцем многих конкурсов, и самое главное его достижение – аккомпаниатор узорного фольклорного ансамбля «Верогий». Вот. Ну, на самом деле музыкант судовный, он навіть сам музыку пишет, на гармонику может сыграть все, что хочешь. Ну и наш пианист, танцор, спевачка Тамара Павловна Нагорная. Теперь, когда в Беларуси, я думаю, и кругом, что музыкантов, на жаль, тех, кто умеет робить что-нибудь руками, мало. Умеют робить на клавиатуре и думать трошки, еще как любого. А вот как, сыграть выше, нечто зробить, это мало кто умеет. И в Беларуси так само. Вот. И так это громким словом называется мастер-класс. Я расскажу, с чего это починалось, и як это все закрутилось, может вы и ведаете, да? Зверну увагу, что годов уже 3-4, а то может 5 в Беларуси вельми любит молодежь танцевать народный танец. Конечно, больше не с самим танцем, с его разнообразием вы можете разобраться, дякую Богу, и хореографию як таковую ведаете. Но вот манеру виконання народного танца у многих выпадках робит не так, как она повинна быть. Это все одно, что спевать народную песню не по нотам. Ну, прикладно, давайте так вот. Так и спевают бабули, и так и спевая группа Паланс. Это уже разные мастерства. Поэтому я стал, так сказать, про это говорить, где только можно было. И вот докатился до того, что собрался такой мастер-класс. Поэтому будем заниматься не столько разнообразием танца, сколько его внутренность складальником. Вот тем станом, как танцевать, и як это передавать через себя, чтобы это был соправдный народный танец. Як соправдная песня звучит, так и будет. Вот, и поэтому все эти 5 мастер-классов я спробовал неким темам присвятить, подумать так, как было и вам цікаво, и в той же час, как мы досягнули той меты, якую я ставлю. Если, коли у вас есть некие пожелания, приласка, давайте опушивайте, будем разом працевать. Находимся мы в вёске Шипиловичи, Любанского района. Подпольная кличка этой вёски Мадяры. Тут некогда стояла давным-давно венгерская военная частка. И не быть тут мадяры погуляли. Ну, мадяры тут хорошие. Хлопцы тоже добрые мадяры. Вот. Знакомита вёска тем, что тут народился Павел Михайлович Шпилевский. Его батька был святаром. Вот там на горке есть крыш, где была церква былая, где он и служил. Але він, напевно, тоже был таким неурывливым, потому что он объездил, несколько раз менял приход, то не служил не только тут. Один, что для нас вельми цікаво, то, что нянькой у Шпилевского была мясцовая девчина Агата, якую забрали с собой, и она поехала и далее с этой семьей со святаром. Ну, на той час, напевно, она была, повинна была ее наняли. Вот. Так что те песни, те казки у детинстве докладно были шипиловские. А уже после он подорожил по Полесье, по Белорусскому краю, писал эти книжки свои.